Привет, телезрители! Здравствуйте, ребята! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Познакомим тебя с самым важным, полезным и нужным тебя мы, Оскар Николаев и Лиза Лобанова. А вот что для вас подготовили наши коллеги. Сегодня в выпуске, для чего ученики шеймуратовских классов собираются вместе. Какой он дух Батыра? Где можно узнать об Уфе? И чему учат три поросенка? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре 20 мая. Конец года, контрольные, а еще у многих моих коллег по «Горе новостей» экзамены. Так что не удивляйтесь, всю неделю я буду на экране. Сегодня будет много сюжетов, так что предлагаю начать просмотр. В минувший четверг состоялся очередной этап телевизионного конкурса «Ат Уйнатып». Предлагаю посмотреть сюжет. Привет, телезрители! Вы находитесь на втором этапе военно-патриотической игры «Ат Уйнатып». 16 команд, 80 участников, 5 площадок. И все для того, чтобы узнать, кто из них патриот с большой буквы. Такой большой, как этот памятник. В самом начале учебного года наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» совместно с автономной некоммерческой организацией «Бешик» создал крупнейший проект для учеников шеймуратовских классов «Ат Уйнатып». И вот пришло время определить лучших. Кирилл, расскажи, как вы готовились ко второму этапу? Во-первых, всей команды мы еще до шеймуратской «Ат Уйнатып» мы, в принципе, знаем историю Шеймуратова, знаем историю дивизии. И, собственно, готовиться можно было и не готовиться, я считаю, потому что шеймуратовцы и так очень много знают про Шеймуратова, намного больше, чем обычный класс. Но мы все же подготовились и очень много смотрели информации, наши учителя нам рассказали, а также наш куратор Айтуган Арсихович нам очень много новой информации рассказал о Шеймуратове. Центр Уфы превратился в игровую зону квеста. Воплотить такой мощный проект стало возможно благодаря фонду главы Республики Башкортостан, чему мы несказанно рады. Ведь бегать по национальной библиотеке, петь в главном музее республики и многое другое, такое даже сложно представить. Сюда приехало 16 команд, лучшие представители 16 шеймуратовских классов, которые одержали победу в битве видеовизиток. Но до финала дойдут лишь 5 команд. Мы прошли первый этап, приехали на второй этап, показали отличные результаты. У нас боевой настрой перед следующим этапом. Мы планируем готовиться, чтобы приехать и снова победить. А вот и победители! В июне мы встретимся с ними в военно-патриотическом парке «Патриот». Там этих ребят будет ждать полоса препятствий и испытаний по физической подготовке. Оттуда выйдет серия передач, но полную версию квеста, который шел весь день, вы увидите в эфире телеканалов БСТ и Тамыр совсем скоро. Так что следите за эфиром. Вот такой интересный, масштабный получился второй этап военно-патриотической игры «Ат Уйнатып». Собираемся. Совсем скоро увидимся в парке «Патриот». Следите за эфиром. Назгуль Сафединова, Ренат Кашапов. Специально для «Горы новостей». Назгуль, спасибо. Обязательно буду смотреть в эфире БСТ. А вот что вас должно тоже заинтересовать. Стартовал республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2024». На протяжении 2 дней лучшие геодовцы республики показывали свои знания правил дорожной безопасности, навыки фигурного вождения велосипеда и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, а также навыки сценического мастерства. Помимо соревновательных конкурсов, для участников предусмотрена развлекательная программа.
Почетный гость мероприятия, блогер и альпинист Рустам Набиев сказал напутственные слова ребятам, отметил важность воспитания в себе ответственного и осознанного участника дорожного движения. Желаем юным инспекторам движения удачи на соревнованиях. А нас с вами не лениться и переходить проезжую часть в специально отведенных местах. Это точно, а прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет и узнать, что бывает, когда забиваешь на правила. Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Эти имена тут же вызывают улыбки на лицах юных зрителей. Еще бы, ведь историю о поросятах знают все, от мала до велика. Поросята построили 3 дома. Из соломы, веток и кирпича, соответственно. Это показывает их разные характеры и предпочтения. Но при всей своей халатности они оказались находчивыми, ведь они смогли убежать от волка. В конце сказки поросята собрались вместе и решили, что нужно построить один большой дом, чтобы никто не мог их съесть. Это показывает их мудрость и способность к сотрудничеству. Сказка ложь, давней намек. Нужно делать все основательно, а иначе это может аукнуться вам самим же. Волк в сказке – это символ зла, который пытается уничтожить поросят. Но поросята, в конце концов, побеждают его благодаря своей смекалке и умению работать вместе. Сказка «Три поросенка» имеет множество отсылок к другим произведениям, таким как «Красная шапочка» и «Белоснежка». Представляете, насколько популярна эта сказка и как много она может рассказать о жизни? Хоть в сказках все заканчивается добром, сюжет, разыгранный на сцене, отличный урок, который легко усвоить и с которого не хочется уходить. Ходите почаще в театры. София Иванова, Рамазан Мусин, специально для «Горы новостей». Спасибо, София. Возвращаемся к новостям. Напомню, что «Гора новостей» идет в прямом эфире. А это значит, что вы можете позвонить нам и рассказать свою новость. Наш номер, как обычно, 2925-986. А пока вы решаетесь на звонок, предлагаю посетить читальный дом. Как изучить историю города? Конечно, через игру, раскраски и собирая пазл. На интерактивной игровой площадке «Познаем Уфу» играя, есть возможность изучить историю столицы точнее. В читальном доме имени Сергея Тимофеевича Аксакова проходит мероприятие, на котором можно узнать про то, как строилась Уфа через пазл, узнать про национальные костюмы Башкортостана через раскраски и так далее. Расскажи об этой игровой площадке. У нас, получается, дети, они тут занимаются творчеством, они тут общаются с нами, с детьми. Почему ты решил быть волонтером? Ну, дело в том, что я просто очень люблю детей, я сам собираюсь стать учителем. Мероприятие рассчитано, чтобы молодежь познавала культуру города и республики. Есть выбор литературы для изучения Уфы и не только. Также здесь работают волонтеры, которые тоже узнают что-то новое про Башкортостан. Саш, зачем вообще быть волонтером? Но волонтер — это такая работа, она именно для тех, кто готов отдавать себя людям, не получая ничего взамен. В жизни все возвращается бумерангом, нужно творить добро, не обязательно это делать за деньги. И вот именно то, что ты делаешь, это от чистого сердца, это и приносит тебе настоящее удовольствие для души. Расскажи про деятельность в читальном доме. Тут мы помогаем детям, которые гуляют по саду, приходят, и здесь мы можем с ними почитать книжку, что-то рассказать им, пораскрашивать раскраски, пособирать пазлы, вот, ну и просто пообщаться, весело провести время. «Познаем Уфу» играя помогает подросткам любить и познавать республику. Также поддерживает акцию «Бессмертный полк», тем самым дает узнать о героях Башкортостана. Благодаря этому мероприятию можно поиграть и узнать что-то новое. Тимур Ежов, Рамазан Мусин, специально для «Горы новостей». Тимур, спасибо. Прикольный способ изучить историю Уфы. Это точно. В Москве прошел Всероссийский форум президентов школ. Республику Башкортостан представляет ученик Башкирской гимназии города Нефтекамск, ученица СОЖ имени Рената Шарипова, село Сабаево, Буздякского района и Эльмира Камалединова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Башкирской гимназии города Нефтекамск. Участниками отбора стали школьники от 13 до 18 лет. Заявочная кампания в регионах проходила в феврале 2020
2024 года. Для участия в конкурсе ребята презентовали свои проекты или инициативы, награды, подтверждающиеся опыт достижения в общественной деятельности, в мероприятиях социально-педагогической направленности и ученического самоуправления. Я тоже, когда вырасту, стану президентом. Обязательно станешь, а прямо сейчас узнаем, как становятся каратистами. Как выявить лучшего каратиста? Кто из ребят самый ловкий и шустрый? Конечно, чтобы узнать ответы на этот вопрос, нужно устроить соревнования. Открытый республиканский турнир «Дух Батыра» по карате стартует в нашей республике уже 4-й год подряд. Мальчики и девочки соревнуются за звание лучшего. Возрастная категория составляет от 8 до 17 лет. На мероприятии 150 участников со всех городов Башкортостана. Самые распространенные – это Уфа, Бирск и Агидель. Ребята сражаются по весовым категориям и поясам. Почему ты занимаешься карате? Потому что я хочу уметь за себя постоять, уметь защитить других и уметь побеждать. Что нужно делать, чтобы победить? Для начинающих, чтобы победить, надо сначала слушать тренера, слушать, что он говорит, выполнять удары, учить удары, как они называются. Есть два подразделения в карате – это кумите и ката. Кумите – это понятие японских боевых искусств, включающее в себя все разновидности боя на татами. Тренировочный, соревновательный и аттестационный. Ката – технические и тактические приемы, составляющие арсенал карате. Кроме того, ката учат способам настройки на поединок, правильному дыханию, умению концентрации и расслабления. Расскажи про фишки, чтобы победить. Ну, можно подготовить удар, как бы сначала пробить ногу, противник уже зациклен на этой ноге, и перевести в голову. Есть финты, показываешь либо, к примеру, в голову, и соперник уже поднимает руку, и будет открыта печень. И можно перевести в печень. И так достаточно легко пробить человека, соперника своего. Перед выступлением каждого ученика подбадривает его тренер. Ученики называют его сенсей. Существует версия, что по традиции, когда кто-то начинает изучать карате, ему дают белый пояс. Через некоторое время белый пояс от пота, пролитого на тренировках, становится желтым. После многих месяцев тяжелых тренировок пояс становится зеленым, а уже после некоторых лет занятий пояс становится коричневым. Но по-настоящему требования к экзаменам и программа на разные пояса существенно отличаются. Если на 10 ку белый пояс можно сдать экзамен уже после 3 месяцев занятий карате, занимаясь 2-3 раза в неделю, то на первый дан черный пояс можно сдать экзамен не раньше через год после предыдущего экзамена, занимаясь 5-6 раз в неделю. Ребята показали все, на что они способны. Поздравим победителей и пожелаем удачи в следующих соревнованиях. Карина Папа-Никола, Рамазан Мусин специально для Горы новостей. Карина, спасибо. И на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Лиза Лобанова и Оскар Николаев. Включай нас каждый день, и будет на вершине событий. Пока-пока.